Я думаю, эту башню хорошо можно восстановить еще. Главное основание есть, камень на месте. Для истинного ценителя древней башенной архитектуры Горная Ингушетия – настоящий клад площадью в десятки квадратных километров. Здесь башни разбросаны практически на каждом углу, и все же встречаются строения, которые без детального анализа выявить было бы сложно. Члены историко-географического общества Дзурдзуки в архивах Государственного исторического музея детально исследовали фотографии, на которых запечатлена одна из боевых башен замкового комплекса Оздик, которая сегодня в руинированном состоянии. В принципе, короткая заметочка такая маленькая есть у Крупного, если я не ошибаюсь, о том, что была. Но вот в науке введенные как минимум фотографии, изображения никто не видел, по крайней мере, где четко находится, как она выглядела. Мы сейчас можем точно определить, как эта башня выглядела. Не только к какому типу она относилась, но даже какие орнаменты, выемочные орнаменты, голгоф и другие, где располагались окна. Так что я думаю, если будет возможность восстановить эту башню, сейчас ее можно будет практически со 100% уверенностью восстановить точно такой, какой она была. И главное, расположить ее именно так, чтобы вот этот вид этого башенного комплекса стал красивым дополнением, новым таким изюминкой, новой красотой для нашей горной Ингушетии. Ущелья, реки, водопады и горы можно встретить во многих регионах нашей необъятной страны, но такого количества древних архитектурных сооружений, как в Ингушетии, нет больше нигде, и тем интереснее исследователям во время работы в архивах обнаруживать неучтенные ранее строения. До сих пор мы их рассматривали как 3 оздика с 3 разными отдельно стоящими башнями. Но сейчас в чем для нас интересно, вот в этой фотографии четко видно, что 2 башни, верхней и нижнем оздике, они стоят по краям ущелья. Центральное, самое сложное место для защиты, стоят 2 башни. Таким образом мы получаем абсолютно интересную другую картину. Этот оздик, он растянут где-то на 600-700 метров по общему расстоянию. И он закрывает практически все это ущелье. И в древности наверняка здесь были и стены, которые перекрывали все это ущелье, чтобы простым таким образом, чтобы невозможно было здесь пройтись. Сложность работы в этом направлении заключается в отсутствии упорядоченного списка работ исследователей, которые проводили экспедиции в горах Ингушетии в разные века, поэтому на поиск материалов уходит больше времени. Мы узнали, что альбомы Шиллинга хранятся в Государственном историческом музее, но было сложно с ними договариваться, потому что они были не систематизированы, не пронумерованы, и, следовательно, доступ к ним был закрыт. Мы начали очень долгую, нудную переписку с этим музеем. Она продолжалась несколько лет. Мы просили их как можно быстрее пронумеровать, как можно быстрее посмотреть. И понятно, что раз у них нет какого-то там перечня этих фотографий, мы даже не можем с ним ознакомиться нигде, а следовательно, нужно было проводить какие-то полевые работы там, на месте. Помимо фотографий боевой башни, выкуплены также и другие изображения комплексов Верхний, Нижний и Средний Оздик, на которых запечатлены исчезнувшие за последние несколько десятков лет строения. Это склеповые могильники и жилые башни. В 1921 году был осуществлен выезд в Горную Ингушетию под руководством комиссии, под руководством Николая Феофановича Яковля, которые тоже также зафиксировали они, сфотографировали эти комплексы Верхний Оздик, Средний Оздик, Нижний Оздик. Есть фотографии, где изображены все 4 боевые башни, также жилые башни с пристройками. Есть описание, даже они, люди, которые здесь жили, здесь жил Катиев Алхас Акмурзиевич, вот он был типа проводником и рассказчиком и всего слов. Также он описывает эту башню, которая сейчас она не сохранилась. В Среднем Оздике есть боевая башня, она описывает, эта башня построил на правнук Баркима Бяти башня она называлась. В горах Ингушетии очень много замков, от которых на сегодняшний день остались только руины. Каждый камень в кладке строений несет свою богатую историю, которую потомки выходцев из этих башенных комплексов передают из поколения в поколение. Вся эта территория, она территория рода Баркин-Хоева. За этой скалой находится Гадабош, селение Гадабош, тоже Баркин-Хоевский, там находится наше святилище Зарахцу, находится вот за этим пригорком. Вот вся эта территория до границы, карта, там тоже находилась постройки, жилые башни, боевая башня была, там тоже находится на границе Картоева и Баркин-Хоева, тоже находится башни Баркин-Хоева.
Учитывая объем работ, который нужно проделать исследователям в области выявления неизвестных башенных комплексов, можно с уверенностью сказать, что реестр башен будет пополняться из года в год. Тамерлан Хамхоев, Хамзат Хулухоев, Новости 24.